В воспитании ребенка участвуют все и все, но не родители. В какой-то момент родители не узнают своего ребенка. Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры. Сегодня я хотел бы с вами поговорить на тему воспитания детей. Как вы понимаете, тема очень актуальная, очень востребованная. И сегодня, насколько мы отнесемся ответственно к этому вопросу, настолько же мы будем и пожинать плоды завтра, когда они вырастут и станут частью нашего общества. Воспитанные и образованные дети – это залог успеха и счастья родителей не только на этом свете, но и на том свете тоже. Из-за этого к этому вопросу нужно относиться очень ответственно и очень требовательно. Всевышний Аллах в Коране говорит, обращаясь к верующим людям: «Я айюхалладина аману ку анфусакум ва ахликум нарау ва кудуха насу валь хиджара». О верующие люди, вы берегите себя и свою семью, своих детей от огня ада, топливом которого будут люди и камни. Что значит беречь себя и свою семью от огня ада? Это значит самому жить по канонам нашей религии и точно так же воспитывать детей, чтобы в последующем они тоже были образцовыми верующими, которые будут следовать канонам нашей религии. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в своем хадисе говорит: «Куллюкум ра'ин ва куллюкум мас'улун ан ра'иятихи». Каждый из вас пастырь, и каждый из вас будет спрошен за свою паству. Из этого хадиса мы понимаем, что быть самому образцовым верующим из общины пророка, саллаллаху алейхи вассалям, следовать канонам нашей религии и не обращать внимания на то, что как растут твои дети, что они получают из образования, из воспитания и так далее, насколько они верующие, этого не хватает. Надо точно так же, как самому быть примером для них, точно так же и их воспитывать в духе ислама, чтобы они следовали канонам нашей религии. Чтобы было понятно, я хотел бы сейчас разделить родителей в вопросе воспитания на некоторые категории. Каждый из вас непременно узнает в этих категориях себя, и в конце, как вы прослушаете лекцию, сделаете для себя анализ и, естественно, выводы тоже. Итак, первая категория родителей – это родители, я их называю пожарные. Что значит родитель пожарный? Сейчас поясню. Итак, представьте себе такую картину. Обычная семья, мать, отец, ребенок растет. Естественно, отец, мать с утра до вечера работают, занимаются поиском пропитания, чтобы их ребенок не уступал ни в чем от своим сверстникам, ни в одежде, ни в еде, ни в телефоне и так далее. То есть всем обеспечивают своего ребенка, и вот так с утра до вечера, не покладая рук, работают. Естественно, когда появляется немного свободного времени у родителей, они это уделяют, распределяют на друзей, на подруг, на какие-то поездки, на телефон. Как мы знаем, сегодня у каждого родителя есть определенные страницы в интернете, которые забирают очень много времени у них. И так далее, и так далее. И о ребенке вспоминают тогда, когда появляется помимо этого немного времени, спрашивают, как там в садике, как там в школе и так далее. И практически на этом заканчивается их внимание к своим детям. И получается так, что в воспитании ребенка участвуют все и все. Это и улица, и друзья, и телефон с выходом в интернет, и телевизор, и так далее, но не родители. То есть, кроме родителей, все находится в процессе воспитания детей, а родители заняты его обеспечением и так далее. Естественно, ребенок в какой-то момент вырастает, становится подростком, и у ребенка появляется свой круг общения, свои друзья, свои интересы, появляются какие-то вопросы в жизни и так далее, и так далее. И в какой-то момент родители не узнают своего ребенка. В тот момент, когда ребенок начинает проявлять, уже будучи подростком, агрессию, когда их ребенок не уважает старших,
он начинает обижать слабых, в нем нет чувства сострадания и милосердия, в нем нет никаких элементов воспитания, о нем никто хорошо не отзывается. И что еще хуже, может быть, ребенок может уже пристраститься к курению, распитию спиртного, наркотикам и так далее. Может быть такое, что ребенок попадает под дурное влияние и заражается какой-то дурной идеологией и начинает спорить со всеми, и с родителями, и с учителями, и с имамами, что он самый правильный, что он прав, что он больше всех понял нашу религию, а все вокруг этого не понимают, и что с ним зря спорят. И вот когда вот такие уже моменты возникают, родители начинают бить тревогу. Вот почему я сравнил родителей вот таких из этой категории с пожарными. Точно так же, как и пожарные выезжают на пожар, когда уже возникает очаг возгорания, вот точно так же эти родители все время находятся заняты своим делом, и именно когда уже вот возникают вот такие ситуации, они начинают бить тревогу, бегать по всем инстанциям, к учителям, к старшему поколению, к психологам, к имамам и так далее, но в некоторых случаях, к сожалению, оказываются уже беспомощными, то есть невозможно исправить ситуацию. Ребенок уже действительно ушел очень далеко, очень сильно пристрастился к наркотикам, что не может оставить, или же очень сильно попал под дурное влияние, идеологическое дурное влияние, и что он начинает уже вот фанатично относиться ко всему, что вокруг происходит. И в последующем что происходит? Родители уже начинают решать все время проблемы, которые появляются из-за их детей. То есть сердце отца и матери так устроено, что они не могут отказаться от своего ребенка, какой бы он ни был. Из-за этого им приходится смириться с тем, что уже есть, и всю жизнь уже решать проблемы своего ребенка. Это категория вот, родителей пожарные. Вторая категория родителей – это родители дрессировщики. Что значит родители-дрессировщики? Вот тоже представьте такую картину. Обычная семья, отец, мать, ребенок растет. И, естественно, когда ребенок растет, у него появляются какие-то вопросы, появляются какие-то влечения, интересы и так далее, и так далее. И каждый раз, когда ребенок что-то спрашивает у отца, отец вот, обрубает его вопрос. Он говорит ему, что не нужно такие вопросы задавать, вот так поступай. Или же, когда у него появляется какой-то интерес к чему-либо, он сразу обрубает, говорит, что это не должно быть тебе интересно, тебе должно быть интересно вот это. То есть стараются все время заставить ребенка делать так, как хотят отец или же мать. И никак не хотят они отпуститься на их уровень и понять, что хочет ребенок. И вот так полностью они подавляют все какие-то чувства, какие-то вот интересы, которые возникают в ее ребенке, и ребенок мыслит, ребенок практически, можно сказать, дышит тем, что вот хотят родители, так, как хотят родители. И многие могут подумать, что же в этом плохого, если родители хотят вот так контролировать ребенка, каждый его шаг. Казалось бы, ничего плохого в этом нету, но есть одно «но». Когда родители вот так тотально контролируют своего ребенка, каждый его шаг, что он делает, чем он дышит, какое у него окружение и так далее. Это все хорошо, но когда они не дают ребенку развиваться, становиться личностью, это уже очень плохо. У ребенка в определенной степени должно быть свое «я». У ребенка должны быть определенные вопросы. Это совершенно нормальное явление. И ребенок должен становиться, у него должен появляться свой стержень, на который он должен опираться. Да, его нужно поправлять, его нужно направлять немного, но ребенок должен сам развиваться и становиться личностью. Почему? Мы часто замечаем в обществе такие примеры, вроде ребенок рос послушным, очень воспитанным, культурным таким, да,
И в какой-то момент, когда он стал подростком, он быстро очень попал под дурное влияние, в дурной круг общения, и, в принципе, он вообще не сопротивляется тому, что происходит вокруг него. Это из-за чего? Из-за того, что вот родители вот полностью сделали его таким, чтобы он все время кому-то следовал, кого-то слушался и кому-то подчинялся. К сожалению, родители же не все время могут быть в жизни ребенка. В какой-то момент родители умирают раньше времени, даже оставив ребенка на этом свете. Или в какой-то момент родители уже становятся старыми, и ребенок уже сам начинает жить своей жизнью. И в этот момент тоже ребенок, уже будучи уже совершенно взрослым человеком, он не понимает, что он сам должен принимать какие-то решения, что у него тоже есть свои мысли, что у него тоже есть свои идеи и так далее, и так далее. И он всегда ищет в окружении вот того же родителя, который привык его контролировать. Он всегда старается слушать чье-то мнение и сразу следовать этому мнению. Он сразу старается найти в себе вот такого вот руководителя, что ли, или опекуна, за которым он будет следовать. И эти дети, в последующем, которые стали уже взрослыми людьми, они вот не имеют вот иммунитета, вот самостоятельности и так далее в жизни, и всегда ищут руководителя или предводителя, за которым они будут следовать. Да, хорошо, если, конечно, вот в жизни они попадут в хороший круг, у них будет хорошее общение, и они будут идти за вот правильными, хорошими людьми. Но не всегда же так бывает. Бывает, что вот они попадают в круг плохой, под дурное влияние и так далее. В этом случае что делать? Из-за этого родителям не нужно вести вот такой тотальный контроль над своими детьми, и нужно им давать расти вот личностями, чтобы они развивались, чтобы у них было свое «я», выработался свой характер, они стали не просто обычными людьми, они стали личностями, в последующем, которые они будут вести определенное количество людей за собой, с них будут брать пример, они будут полезны для общества и так далее. Это вторая категория родителей. Третья категория родителей – это родители-психологи. То есть родители, которые умеренны в своем воспитании. Что значит родители-психологи? Это родители, которые понимают каждый шаг своего ребенка, стараются вникнуть в каждый интерес, в каждый вопрос своего ребенка. В какой-то момент отец или мать может быть просто другом для ребенка и послушать его на его уровне. В какой-то момент родитель показывает ребенку, что он взрослый родитель для него и что он может на него опереться в той или иной ситуации. И ребенок начинает рассказывать ему и искать в родителе защиту и какую-нибудь подсказку в той или иной ситуации. То есть родитель старается регулировать процесс воспитания своего ребенка, и, естественно, он выслушивает его вопросы, находит на эти вопросы правильные, логичные ответы тоже, приобщает своего ребенка к вере во Всевышнего Аллаха потихоньку, так как учит этому наша религия. И только вот при таком подходе, как психолога, можно вырасти из ребенка личность, за которым могут следовать, с которого могут брать пример, который станет образцом для многих людей. И здесь вот возникает вопрос, может ли родитель быть психологом для ребенка, если в нем в самом нету базы знаний, воспитания, благого нрава. Нет, конечно. Для того, чтобы родитель был психологом для своего ребенка, естественно, он должен обладать определенными знаниями, определенным благим нравом. То есть мы знаем, сколько бы мы ни говорили ребенку, что это хорошо и это плохо, всегда ребенок смотрит так, как ты поступаешь. Если ты поступаешь наоборот, у него начинаются какие-то вот вопросы возникают. Почему отец мне говорит это, но поступает совсем иначе? Из-за этого мы прекрасно должны понимать, что самый лучший пример воспитания для детей – это наше поведение. Из-за этого вместе с воспитанием детей мы должны стремиться и улучшать свой нрав, свое поведение, чтобы мы в первую очередь были воспитанными, образцовыми людьми и стали кумирами для своих детей. Чтобы в нас они видели кумиров, а не в окружающих каких-то
людях. И, естественно, откуда нам черпать информацию, откуда нам получать эти знания, чтобы воспитывать своих детей. Далеко ходить нам, верующим, не надо. Для нас есть прекрасный пример для этого. Это наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь его жизнь – это яркий пример не только для мусульман, но и для всего человечества. Он самый лучший из творений Всевышнего Аллаха, и в нем собраны все полноценные качества, которые могут быть в человеке. И изучая его жизнь, изучая его историю, мы можем получить очень большой багаж знаний, как для себя, так и последующим для своих детей. Об этом сам Всевышний Аллах тоже в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». То есть смысл данного аята: поистине есть для вас в посланнике Аллаха прекрасный пример. Да, действительно, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, является для нас прекрасным примером. И если посмотреть на его жизнь и на жизнь его сподвижников, это самые лучшие из людей. Как мы знаем, до появления пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из истории, вот какими нравами обладали арабы. Они были черствыми, они были такими дикими племенами, жили. У них было очень много порицаемых, грязных, подлых качеств. Что сделал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с ними? Он не просто исправил их, улучшил их, а сделал их самыми лучшими людьми после пророков и посланников. И это разве для нас не является примером, чтобы мы следовали за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? И в особенности те дети, которые в последующем стали сподвижниками, они были одним из самых лучших сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и остаются лучшими людьми и по сегодняшний день тоже. Из-за этого нам нужно изучать историю сподвижников, историю пророка, саллаллаху алейхи вассалям, для того, чтобы мы могли руководствоваться этим и давать эти знания своим детям. И, как мы знаем, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был ниспослан Всевышним Аллахом к человечеству тогда, когда уже люди перешли практически все границы возможного, когда люди уже полностью погрязли в грехах. Очень сильно были распространены практически все виды грехов. Это и убийство, это и прелюбодеяние, это и дурные пороки, дурные качества распространялись среди человечества. Это и распитие спиртного и так далее, и так далее. То есть, когда уже люди тонули в грехах, когда уже ситуация была настолько уже крайней, вот тогда Всевышний Аллах отправляет пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, к ним как спасение. И чтобы вы понимали, вот насколько вот низкие были качества человеческие в то время, приведу вот один пример. Как мы знаем, если до исламские времена в семье у арабов рождался ребенок, и этим ребенком была девочка, это считалось большим позором. Не радостью, не милостью Всевышнего Аллаха, как вот принято в исламе говорить, а большим позором. И сам глава семьи, отец, вынужден был взять только что родившегося ребенка и забрать его в лес и закопать заживо, собственноручно. То есть вы представьте, на каком вот уровне были сердца вот у этих людей, насколько они были черствые и каменные. И рассказывают, что Умара, радиаллаху анху, одного из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, часто находили плачущим, когда он читал Коран. И когда у него спрашивали, почему же он плачет, он говорил и показывал на аят священного Корана, смысл которого было: и когда в судный день спросят у невинного дитя, за какой это грех тебя убили, вот Умар, радиаллаху анху, вспоминал свою жизнь до ислама, когда был он в невежестве, и как он, один из многих арабов, вот так же заживо похоронил своего ребенка. Вспоминая эту картину, Умар, радиаллаху анху, не мог сдержать слез и плакал, боясь, что в судный день вот это маленькое дитя предстанет перед ним и спросит у него: вот за что ты меня вот так убил, за какой же это грех? Вот такие были нравы в то время до появления ислама.
у человечества. Из-за этого мы должны быть безмерно благодарны Всевышнему Аллаху, что Всевышний Аллах ниспослал к нам лучшего из творений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который не оставил практически ничего, чтобы не дал нам, не научил нас. В какой бы ситуации мы ни оказывались, мы всегда найдем руководство в нашей религии. И за это мы должны быть безмерно благодарны. И одним из лучших проявлений благодарности Всевышнему Аллаху за религию ислам является, чтобы мы обучали наших детей этой религии. Это будет, на мой взгляд, самой лучшей благодарностью Всевышнему Аллаху, то, что Аллах дал нам эту прекрасную религию. Пусть Всевышний Аллах нам поможет в этом деле. Это воспитание детей, это непростое дело, это очень тяжелое, трудное дело. И от того, насколько действительно мы будем ответственно относиться к этому шагу, настолько же и мы будем пожинать плоды завтра и на том свете тоже.